Здравствуйте! В эфире программа «Интервью». Я представляю гостя в студии Ильгам Галин, заместитель председателя Комитета Госсобрания Республики Башкортостан. Ильгам Илюсович, здравствуйте. Добрый день, дорогие телезрители. Ильгам Илюсович, мы с вами, как обычно, как с представителем фракции КПРФ, обсуждаем современные события, современный ход текущих дел. Одно из главных событий для партии КПРФ в уходящем июле – это съезд партии на федеральном уровне. Каковы его итоги, как прошло мероприятие? В июле месяце прошел съезд партии, собрались делегаты со всей страны, грубо говоря, были гости, Вьетнам, Китай и так далее. Приходил к нам на съезд даже Кириенко сам, поздравил всех. Единогласным решением делегатов выбрали председателем Центрального комитета КПРФ Геннадия Андреевича Зюганова. На съезде отчитались прежнее руководство, то есть что проделано было 5 лет, и наметили очередную пятилетку, как говорится. Уже явно видно, что идет омоложение партии, как наметили, потому что приходят уже молодые, перспективные, энергичные молодые люди, принимали в партию тоже, и у них взгляды совсем другие, более-менее так прямо и кипит эта энергия. Поэтому мне это очень нравится, когда есть молодежь, есть куда двигаться, во-первых, и мы наметили планы на будущую пятилетку. Есть, конечно, у нас программа и краткосрочная, и долгосрочная программа. Но в конце концов все настроены мы на победу. Как и мы раньше говорили, все для победы, все мы должны сделать, чтобы общество консолидировалось и мы одержали победу. Ильгам Илюсович, если подводить итоги пятилетки, то какие главные достижения? Главное достижение для любой партии – это выборы депутатов, выборы губернаторов, выборы глав администрации и на выбранную должность, кто из наших партийцев пришел. Депутатов мы знаем, кто у нас стал депутатами, даже вот Республики Башкортостан. Губернаторы у нас есть свои, есть мэры городов, есть представители федеральной власти, то есть в Совете Федерации, и в Госдуме то же самое. Поэтому мы считаемся все-таки второй партией. Да, понятно, оппозиционной, конечно. Такие наши достижения. Но мы на этих достижениях, конечно, не хотим останавливаться. Мы все-таки хотим двигаться вперед. Все-таки наши слова начали слышать. Заметьте закон о красном знамени, который мы с 2018 года вносили и не принимали, а потом приняли. Дети войны наш закон, это коренной наш закон, тоже поддержали. И мы в том числе поддержали. И глава Республики Башкортостан тоже к этому закону относится серьезно, потому что мы детям войны потихонечку начали и деньги давать, компенсации какие-то, пусть мало, но начали давать. Поэтому мы двигаемся вперед. Какие перспективы наметили на ближайшее будущее? Перспективы на будущее. Во-первых, мы постоянно оказываем гуманитарную помощь на территории СВО. Недавно только 15-й конвой отправили. Сейчас готовимся к очередному конвою. Конечно, мы работаем непосредственно уже семьями и погибших солдатов СВО, и действующих солдатов СВО. Постоянно поддерживаем связи, узнаем, как они живут, что им надо, собираем и отправляем. Если говорить о Республике Башкортостан, то какие главные события в июле вы бы отметили? Я уже подчеркну, наш съезд – это один из главных моментов, потому что новый состав руководства избирался, наметили планы, программу. И мы на основании этой программы, пятилетки, есть краткосрочные, годовые программы, мы уже пытаемся выстроить свою схему, свою дорожную карту для наших первых секретарей, которые в районах, которые находятся, и первых секретарей городских комитетов. Мы это выстраиваем. Проведение различных спортивных мероприятий с молодежью, волейбол, хоккей, футбол и так далее и тому подобное. И, конечно же, сейчас
наши коммунисты, которые заняты сельским хозяйством, началась уборочная кампания. Я вот буквально сегодня заехал в один из районов, посмотрел, как идет уборочная кампания, как заполняются силосные ямы, то есть готовится корм для скота на зиму. Если говорить о том, как мы поддерживаем СВО, именно ваша партия, каким образом на территории Башкортостана, как собираете гумконвой? Ну, гумконвой мы, во-первых, у себя размещаем в сайте, то есть сайт КПРФ, неравнодушных людей, которые готовы принять участие в сборе гуманитарной помощи. Ну, по-разному происходит. Кто-то, допустим, привозит мед, кто-то лапшу режет, кто-то свечи заливает, кто-то деньгами дает. У нас есть предприниматели, которые даже могут пожертвовать машины, вот как вот мы сейчас пытаемся сделать, да, в ближайшее время. Вот всем миром собираем, как говорится, средства. Как это происходило во время Великой Отечественной войны. Как наши бабушки, дедушки, которые в то время жили, работали, собирали с миру по нитке. И сейчас то же самое происходит. Сейчас хорошо, мы отправили, и прямо же после получения нашего груза у нас, во-первых, всегда едет наш представитель, который груз сдает, вот намеченные вот эти вот, что нам присылают заявки, столько. Мы из рук в руки передаем это все. Ильгам Илюсович, но важно поддержать не только солдат на передовой, но еще и семьи бойцов, которые остаются здесь, в Башкортостане. Вот я знаю, что вы напрямую держите связь с мамами, бабушками. Вот как решаете вопросы? По-разному происходит, да. Понятно, что администрация, любая администрация, одна не по силу все вытащит. Потому что какой-то женщине, допустим, нужны дрова, в какой-то деревне живет. Да, понятно, или исполнительная власть не успевает, то мы подключаемся. Там дрова подвести или там снег убрать, это в зимнюю пору. А вот недавно был случай такой, подошла на похоронах, да, конечно, с Вошев подошла бабушка, то есть мама этого солдата, и у нее возникла проблема усыновить своих же племянников. Я начал, она ко мне подошла, потому что я поинтересовался, почему так произошло. Оказывается, когда ее сын ушел в зону специальной военной операции, они разошлись со своей женой, и жена, по словам вот этой бабушки, пришлось ей сдать этих детишек в приют. То есть они, дети, конечно, взрослые, там 9, там 12 лет. И вот эта бабушка изъявила желание, бабушка, мы утрированно говорим, ей всего 42 года, работает, в принципе, жилье есть. В принципе, я с ходатайством вышел в отдел опеки, чтобы все-таки рассмотрели ее дело. Если человек хочет взять опекунство над этими детьми, потому что живые, здоровые дети не могут жить в приюте. Семья для них лучше всего. Поэтому рассмотрели вот этот вопрос. Да, может, у жены там свои проблемы, там, она молодая, может, свою семью пытается выстроить. А бабушка изъявила желание вот этих детишек забрать и воспитать их. Почему бы не поддержать ее? Ильгам Илюсович, в эти дни продолжается ли прием граждан? Да, мы постоянно, у меня в онлайне люди даже звонят. Вот сегодня только тоже женщина, жена погибшего СВОшника позвонила мне, фамилии я не буду называть, да, мы занимаемся, муж ее пропал без вести. Вот буквально уже месяц-полтора мы занимаемся, во-первых, судьбой этого солдата, во-вторых, по оплате занимаемся. Я сделал депутатские запросы в определенные органы власти, и поэтому ждем ответ. В течение месяца должны дать ответ. Если он погиб, то это одно дело. Если он пропал без вести, это второе дело. Если он попал в плен, это тоже третье дело. И поэтому семья ни в коем случае не должна оставаться без оплаты. Вот один из таких примеров, который
каждый день в обиходе происходит. Конечно же, много людей, я еще раз повторяюсь, обращается по ЖКХ, по тарифам ЖКХ, по поднятию цен на ГСМ. Сейчас уборочные компании, и, конечно, меня очень сильно возмущает, во время уборочной кампании у нас ГСМ в цене растет. Хотя мы могли, может быть, и придержать цену на ГСМ, потому что чем больше мы уберем своих продуктов, да, тем, значит, зиму будет легче перезимовать. И второй уже вопрос, я с кем общаюсь, с сельхозпроизводителями, я уже сейчас говорю, ищите покупателей на свою продукцию, потому что со склада продавать это одна цена, если сейчас продадите, это другая цена и так далее и тому подобное. Поэтому уже некоторые сельхозпроизводители уже начали сейчас уже заниматься, потому что в этом году, я надеюсь, ну и даже уверен, что урожай будет хороший. Потому что и картошка уродилась, и лук, я посмотрел, уродился, капуста. Сейчас вот прекрасно пшеница, ячмень. Вот я часто езжу по полям и смотрю. Если еще мы хорошо проведем уборку, то, я думаю, зиму пережить нам будет легче. Ильгам Илюсович, спасибо огромное, что пришли сегодня к нам в студию, пообщались, ответили на актуальные вопросы. Желаю вам удачи. Спасибо, дорогие телезрители, что меня выслушали. Это была программа «Интервью». Спасибо, что были с нами.